Родные мотивы, национальные песни, танцы и оригинальные произведения, которые ранее нигде не звучали. Генеральные репетиции проходят с самого утра. Масштабный праздничный концерт к 30-летию возрождения ингушской государственности начнется с пролога под песню заслуженной артистки России Тамары Яндиевой. Госансамбли «Ингушетия» и «Магаз» подготовили специальный номер. Порадует своих земляков и заслуженная артистка Ингушетии Рагда Ханиева. Талантливая исполнительница, известная на всю страну уникальными вокальными данными, в очередной раз готова удивить зрителей своим выступлением. На юбилейном концерте ко Дню Республики я буду исполнять песню на ингушском языке, народную ингушскую песню «Содаглахти Лахюна». Это, можно сказать, такая самая серьезная песня в моем репертуаре на ингушском языке. Следующая песня, которую я буду исполнять, это песня Аллы Борисовны Пугачевой «Старинные часы», потому что я знаю, что многие наши люди любят эту песню, вот, поэтому я решила ее также исполнить на концерте. Что касается моих эмоций, того, что я испытываю каждый раз, когда приезжаю в родную республику, это какое-то просто удивительное чувство счастья. Я, когда даже выхожу из аэропорта, вдыхаю воздух Ингушетии и думаю, да, я дома, наконец-то, очень хорошо, тем более, что я давно не была, из-за учебы невозможно было приехать пораньше в республику, ну и вот прекрасный повод, наш праздник общий, день рождения республики, и прекрасно, что все собираются, я вижу уже людей, знакомых, которые изменились, стали там вообще другими, кто-то вырос, кто-то изменился. И, конечно же, вот этот праздник, он объединил всех, это дорогого стоит. И что хочется напоследок сказать, это, конечно, пожелать нашей республике бесконечного процветания, чтобы она всегда также нас мирно встречала, чтобы было всегда мирное небо над головой, чтобы все дети, все родные, все сыновья, отцы, дяди возвращались здоровыми, живыми, невредимыми домой. И пусть наши дети растут счастливыми, здоровыми, целеустремленными и, конечно же, умными, добрыми. Вот. Далдякл Йолха Ингушетия, с праздником тебя, моя любимая республика. Далси долбай. Концерт обещает стать одним из самых масштабных событий текущего года в культурной жизни республики. К праздничному концерту почти все готово. Он обещает пройти на самом высоком уровне. Для зрителей создано более 5500 мест. Здесь специально предусмотрели и дополнительную площадку «Партер». Нет, это не VIP-зона. В первых рядах разместятся жители Ингушетии. На большой сцене разместили широкоугольные и даже изогнутые экраны, которые полностью погрузят зрителей в атмосферу праздника. Целых 240 минут уникального видеоконтента для номеров артистов. Аниматоры вырезали каждую фигуру башен и собрали точную копию виртуальной горной Ингушетии. Здесь применили технические решения, используемые в лучших мировых шоу. Для того, чтобы достигнуть для зрителя ощущения полного погружения. То есть артист как бы не просто стоит на сцене, а он стоит, и вокруг него разворачивается мультимедиа-шоу. Мы смонтировали большой объем уникального видеоконтента. Это когда каждая картинка, каждая анимация подготовлена специально для артиста. Это больше 2 часов, это огромный объем. Это уровень лучших технологических шоу мирового уровня, не только в России. Площадь самих экранов, она превышает 200 квадратных метров. В длину это примерно 70 метров. Это огромное количество тонн железа. Но, собственно, все, что за моей спиной, это сделано для того, чтобы каждый человек на стадионе мог в полной мере насладиться шоу. На празднование приглашены самые лучшие артисты ингушской и российской эстрады. Еще одна изюминка вечера – зрелищное шоу дронов. В небе над республикой зависнет большая фигура Ингушской башни. Представление подготовили под эксклюзивный сценарий. И это шоу будет видно не менее чем на 5 километров во все стороны. Соответственно, когда в небе зависнут фигуры, их будут видеть все соседи и знать о том, что здесь происходит замечательный праздник. Ну и из технологических решений, коротко, наверное, это все. Самое главное, что проделана огромная работа министерством, артистами. Соответственно, со своей стороны мы технически подготавливали, согласовывали множество фонограмм, технических решений. И вы во время концерта можете увидеть, что практически все, что происходит, оно сделано специально под ту музыку, которую нам дали, под которую будут выступать артисты. Попасть на концерт можно только с пригласительными, которые накануне были розданы по муниципалитетам. Еще один сюрприз. Среди жителей Ингушетии проведут лотерею, где будет представлено 30 призов, главный из которых – автомобиль. Лотерейные билеты будут раздаваться при входе и при наличии пригласительного билета.
Поэтому приходите с билетами желательно. Призы будут разыграны в конце мероприятия. Весь концерт в режиме реального времени можно будет посмотреть, даже не выходя из дома. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» будет вести прямую трансляцию. Мы сейчас активно ведем подготовку. Вот уже несколько дней сюда приезжает наша техническая часть. Инженеры устанавливают ПТС. Мы сейчас выставляем в данный момент точки по камерам совместно с российской группой. Вот, видите, вот эти тумбы. Сейчас идет активная репетиция. Планируем, сколько, 19:00. Наверное, да, будет прямой эфир для тех, у кого не получится прийти сюда на концерт Сунжи, приехать. У них есть возможность включить наш канал Ингушетии и смотреть прямую трансляцию концерта. Представление будет длиться около 4 часов. Организаторы уверены, такого зрелищного и масштабного празднества регион еще не видел. Пройти на концерт можно будет с 6 часов вечера при наличии пригласительных. Жителей для безопасности будут подвозить на бесплатных автобусах. Концерт пройдет на обновленном в 2020 году по поручению главы Ингушетии стадионе Дьякова в Сунже. Зелимхан Калоев, Умар Газиев, Новости 24.